Вы смотрите новости на телеканале «Якутия-24». В студии Валерия Наумова. Здравствуйте. В начале коротко о темах этого часа. Получить вакцину после 21:00 легко. В Якутске стартовала акция «Ночь вакцинации». Электронные дубликаты. Продолжаются работы по расширению возможностей портала госуслуги. 2 в зачет, 1 вне конкурса. Якутские кинокартины вошли в шорт-лист Международного кинофестиваля стран Арктики. В столице региона стартовала акция «Ночь вакцинации», которая будет проходить до 7 ноября. Так, в здании Государственного цирка и Русского драмтеатра в течение этих дней будут работать прививочные пункты. Каждый желающий может привиться или пройти ревакцинацию от COVID-19 без записи и прикрепления к поликлинике. Пункты вакцинации будут работать в здании цирка с 17:00 до 22:00, в здании Русского театра с 21 до 24 часов. Каждому желающему необходимо взять с собой паспорт, СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования. Организация очень хорошая, потому что это вечернее время с 5 до 22 часов. Это удобно, во-первых. И организация, конечно, бесплатная, поэтому с удовольствием в центре города, в цирке. Побольше бы таких, не только в цирке. Вот поэтому удобно и надо вакцинироваться, поэтому я подошел. А вы получаете первую вакцину или у вас ревакцинация? Я переболевший, поэтому у меня антитела есть и лайт хочу получить. Продолжаем тему медицины. В столичном кардиодиспансере готовятся запустить новый аппарат МРТ. Оборудование производства компании Philips прибыло в Якутск летом. Ожидается, что его переведут в рабочее состояние по завершению строительных и монтажных работ в здании. Подробнее в материале Власия Сергеева. Помещение МРТ практически готово к эксплуатации. Проведена вся необходимая инженерия, проделаны изоляционные и отделочные работы. Ожидается, что уже в январе грядущего года томограф примет первых пациентов. Одним из главных преимуществ нового аппарата является возможность проецирования исследуемых органов в трехмерном формате. Появление нового аппарата МРТ позволит получать такие изображения, которые будут необходимы для проведения очень таких высококлассных, высокотехнологичных медицинских операций на сердце и на сосудах. Допустим, при выполнении вот этих операций сейчас хирурги требуют изображения, допустим, клапанов сердца, сосудов сердца, именно которые они должны вживую, как будто вживую должны показывать состояние пораженного органа. Новый томограф классом выше, нежели те, которые в данный момент используются в якутских медицинских учреждениях. Широкий программный пакет оборудования позволяет проводить более подробные и качественные исследования сердца и мозга. Мы можем увидеть такие изменения, как накопление железа в сердце, сложные изменения дифференциальные изменения при миокардитах, сложные неврологические изменения, бесконтрастное перфузионное исследование головного мозга. В общем, это те технологии, которые вот уже сейчас обсуждаются в международных конференциях и на самом деле уже внедряются у нас вот благодаря этому аппарату. Это вот совершенно новый уровень. Перед вводом в эксплуатацию томографа необходимо обучить местных специалистов особенностям работы с новым оборудованием. Именно с этой целью ожидается прибытие экспертов Philips в Якутск. Они обучат именно уже в течение 2 недель, именно как использовать этот аппарат, именно в таких целях, которые работает кардиоцентр. Ну, наши специалисты, в принципе, уже готовы работать. И эти врачи будут здесь сконцентрированы из 2 крупных республиканских наших больниц. Это Национальный центр медицины и Центр экстренной медицинской помощи. Ввод в эксплуатацию нового МРТ-аппарата состоится ближе к сдаче всего кардиодиспансера. В данный момент работы на объекте завершены на 85%. Власий Сергеев, Григорий Охлопков, Якутск.
К другим темам. В Якутске завершился международный фестиваль поэзии «Благодать большого снега». В главном поэтическом событии приняли участие авторы из нескольких стран и регионов страны. Одна из которых Аида Эйвазова, публицист, журналист и переводчик из Азербайджана. За перевод произведений Платона Аюнского она награждена почетным знаком республики за укрепление мира и дружбы между народами. Отметим, что это ее второй приезд в Якутию. В первый раз она приезжала 2 года назад и тоже на фестиваль «Благодать большого снега». Сегодня 4, как сказали, ноября, день единства народов Саха и России. Я хочу от миролюбивого народа Азербайджана, от имени Азербайджана, передавать вам всем привет и поздравить вас с праздником. Пусть на этой земле будет всегда праздник, праздник души, праздник литературы. Пусть будет всегда мир, дружба и фестиваль. Правительство расширит список сервисов госуслуг. Правительство России продолжает работу по расширению списка сервисов, которыми можно воспользоваться в электронной форме при помощи портала госуслуги, что значительно облегчает и ускоряет решение многих формальных процедур для граждан. Так, с 1 июля 2022 года в МФЦ можно будет оформить электронные дубликаты бумажных документов. Они будут храниться в личном кабинете на портале госуслуги, и их можно будет использовать при дальнейших обращениях в МФЦ и органы власти. Еще одной инновацией портала стала возможность получать ИНН без посещения налоговых органов. Нововведение позволит значительно увеличить долю обращений граждан в электронном виде, поступающих в органы власти посредством портала госуслуг без необходимости очного посещения. Сегодня, 5 ноября в 18:00, глава Якутии Айсан Николаев проведет прямой эфир в социальных сетях. Жители республики смогут задать свои вопросы на его официальных аккаунтах в Инстаграм, Фейсбук, Одноклассники и ВКонтакте, а также видеохостинге YouTube на канале Айсблог и получить на них ответы из первых уст. Мастер операторского искусства, профессионал своего дела, добрый, отзывчивый и чуткий человек. Не стало Семена Васильева. Таким он останется в памяти коллег и друзей. Семен Васильев родился 16 января 1947 года и больше полувека своей жизни посвятил развитию якутского телевидения и кино. Он один из первых якутских операторов, который закончил операторский факультет в ГИК. После учебы в Москве сначала работал в кинохронике Якутии. В 90-е годы был принят на работу оператором якутского телевидения. Каждый отснятый их материал – настоящий шедевр. Кроме того, Семен Васильев стоял у истоков якутской киноиндустрии. Снятые им фильмы «Сайлык», «Серединный мир» и другие входят в золотой фонд якутского кино. Сегодня состоится гражданская панихида – прощание с Семеном Семеновичем. Относился к своей работе очень ответственно, во-первых. Во-вторых, у него был такой взгляд на природу, на людей, вообще на все, что он снимает, совершенно другой, не такой, как у простых людей, да, потому что он видел то, что не мог, это вот качество истинного художника. Он, например, работал, и когда он работал, он очень не любил, когда ему мешали, потому что он любил быть один в единении с тем, что он снимает, и находил такое молча. Он вообще изумительные кадры снимал. Вот 70%, наверное, нашего золотого фонда НВК – это вся работа Васильева Семена Семеновича, потому что ни один его кадр, он просто не выбрасывался. Он из года в год становился ценнее еще даже. К другим темам. Учреждения культуры в дни выходных призывают гостей, жителей столицы, не сидеть дома, а посещать объекты культуры. Это поможет не только развеяться, но и с пользой провести время, так как данные учреждения работают без ограничений с соблюдением всех мер безопасности. Более подробно в материале нашего корреспондента Дмитрия Тымырова. В рамках празднования Дня народного единства Национальный художественный музей Якутии провел ежегодные мероприятия. Ночь в музее и День открытых дверей, где для посетителей провели различные мастер-классы и конкурсы.
И в этот праздничный день всем жителям и гостям столицы республики предоставляется возможность бесплатно посетить коллекции, экспозиции музея, также временные выставки. Ну, помимо постоянной экспозиции, представляющие творчество, произведения зарубежных, отечественных, якутских художников. У нас на втором этаже проходит персональная выставка живописца Марианны Михайловны Лукиной. До 14 ноября она будет продолжаться. Также ко Дню матери у нас из фондов музея проходит выставка «Моя Мадонна». В этот день посетители музея с особым интересом ознакомились с творчеством Марианны Лукиной. Действительно, эти работы выполнены в самых разных техниках. Это и масляная краска, и гуашь, карандаш и другие. Посетители музея были очень рады увидеть работы местных художников. Ну, я первый раз вот вижу вот такого художника, например. Работы насколько интересные? Очень интересные, техника интересная. И это очень хорошо, что они в период пандемии открыты, ну, чтобы дома, ну, чтобы занять детей. Дома сидеть скучно, можно почитать книгу, но ну, вот сегодня решили всей семьей посмотреть художественный музей Якутии. И все, мы раньше были, но вот как бы вот новым взглядом посмотрели, ну, забытое, которое вот это обновили. И есть очень много, ну, обратили внимание на новых художников, на новые работы, и нам очень понравилось. Ага. Вот старшая дочь как бы пригласила нас, сказала, что тут идет такое мероприятие. Мне очень даже нравится. Но я думаю, что вот, соблюдая меры предосторожности, надо вот специально ходить, особенно с подрастающими нашими детьми, чтобы они поближе познакомиться с искусством нашим. До конца недели остаются буквально считанные дни, но еще есть возможность посетить всей семьей музеи, выставки и театры. Они работают каждый день с 10 до 18 часов. Отметим, что при входе необходимо предъявить QR-код. Детей обязательно должны сопровождать взрослые. Дмитрий Тымыров, Семен Семенов, Якутск. 2 якутских фильма вошли в шорт-лист международного кинофестиваля «Arctic Open». Оргкомитет 5-го международного кинофестиваля стран Арктики обнародовал шорт-лист киносмотра. В конкурсе будут участвовать 2 якутских картины «Ит» и «Нуча». А вне конкурса будет показан фильм «Холодное золото». Всего на рассмотрение отборочного жюри пришли 1562 работы из 98 стран мира. В конкурсную программу фестиваля включены 50 фильмов. К этому часу это все новости. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. До встречи в следующих выпусках.